Добрый вечер. 18 января, 691 день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Исполнительный совет Всемирного конгресса крымских татар разработал дорожную карту на ближайшие месяцы. Об этом заявил президент Конгресса Рифат Чубаров. Среди задач – строительство школы, мечети и домов в Херсонской области для вынужденных переселенцев крымских татар и для тех, кто возвращается из мест депортации. Заседание исполнительного совета проходило в Геническе, на границе с оккупированным Крымом. В нем принимали участие члены Меджлиса, делегаты Конгресса из Канады, США, Германии, Польши, Литвы, Румынии и Турции. Также решили провести следующее заседание в апреле, но уже в Литве. В этом году в некоторых населенных пунктах Генического района начнутся строительство мечети, а также будут реализованы несколько проектов в школах, где обучаются крымские татары. Мы также думаем над строительством и открытием детских садов, которые будут обучать детей на крымско-татарском. Социальные программы будут реализовываться со стороны диаспоры крымских татар. Мы также с районными властями и региональным меджлисом обсудили, куда пойдут деньги, заложенные в бюджете Украины для меджлиса. Эти деньги будут использованы на нужды крымских татар Генического района. В этом году государство должно выделить 60 миллионов гривен. Украина официально запретила товарооборот с Крымом. С 17 января на полуостров нельзя ввозить любые товары, кроме социально значимых. Запрет не распространяется на личные вещи граждан, товары, имеющие стратегическое значение, и поставку электроэнергии. О том, почему это решение появилось только сейчас, когда товарооборот и так фактически блокирован гражданскими активистами, узнавали наши журналисты. С воскресенья везти в Крым можно только свои личные вещи, но их стоимость не должна превышать 10 тысяч гривен и не больше 50 килограммов на человека. Запрет не распространяется на социально значимые товары. Это в том числе молоко, макароны и сало. Коммерческий товар в Крым не пускают теперь официально. Решение Кабмина Украины во многом стало возможным благодаря блокаде, которую несколько месяцев организовывали гражданские активисты, считает журналист интернет-газеты «Обозреватель» крымчанин Евгений Лишан. Наконец-то это произошло. Это не потому, что я хочу, чтобы Крым остался без продуктов украинских. Просто Украина наконец-то определилась со своим отношением к Крыму. Она начала проводить хоть какую-то государственную политику. Она перестала делать вид, что Крыма нет, перестала игнорировать тот факт, что с оккупированной территории ведется какой-то товарооборот. Тут важно понимать, почему это произошло именно сейчас, говорит экономический эксперт, еще один крымчанин Юрий Смелянский. С января Россия запретила ввоз всех украинских товаров, и это решение украинского Кабмина выглядит как ответная и немного запоздавшая мера. Это говорит о том, что на сегодняшний день, не учитывая видение и позицию гражданского общества Украины, политическое руководство страны не имеет стратегического видения, как оно собирается действовать в отношении восстановления территориальной целостности Украины. Отсутствие стратегического видения и порождает, по сути, реакции на факт свершившихся каких-то событий. Эксперты уверены, в решении крымского вопроса надо отказаться от бизнес-мышления украинской власти и начать с отмены закона о свободной экономической зоне в Крыму. Илья Смирнов, Ислам Пинка, «Заман», АТР. Активисты блокады оставляют блокпосты на границе с Крымом. Сейчас акция переформатируется. Что происходит на блокпостах, выясняли наши корреспонденты. 4 месяца здесь на блокпостах стояли активисты и проверяли каждый автомобиль. Сегодня они оставляют блокпосты, и этим будет заниматься пограничники. В том формате, как мы стояли, как мы блокировали, больше уже такого формата смысла нет. У нас есть протокол, который мы вместе подписали, все вместе, совместный протокол, по которому мы готовим сейчас активистов наших. Они пройдут обучение определенное и выйдут, уже станут в статусе гражданского объединения внутри прикордонной службы. Раньше здесь, на Чангаре, без проверки блокпост было не пересечь. Сейчас дороги открыты. Машины никто не останавливает. В силу вступило постановление Кабинета министров Украины о запрете торговли с оккупированным полуостровом. На 3 блокпостах будут дежурить по несколько человек. Нам приказ пришел снять людей, оставить 2 человека, которые будут фиксировать номера автотранспорта. Все. Больше нам сказали ничего не предпринимать. Для водителей теперь зеленый свет, но мнения разделились. Конечно, хорошо. Ты что? Для меня они не мешали. Если честно вам скажу, я с ними всегда дружил и в хороших отношениях был. Лично я недоволен.
Потому что должны проверять. Одни проверили, другие проверили, меньше провезут. Гадости всякие. А так бы лучше бы что, остались, что ли? Ну, гранаты находили. Находили. Большая часть активистов решила остаться на Чангаре. После переформатирования блокады они будут контролировать действия пограничников и таможенников на административной границе с Крымом. Эльвина Сидбулаева, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Муфтия исключить из Меджлиса. Такую резолюцию приняли на заседании исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар. Теперь рассмотреть резолюцию и принять решение должны члены Меджлиса. Муфтий мусульман Крыма является одним из 33 членов Национального собрания крымских татар. Члены Совета осудили как действия, так и бездействие хаджи Эмирали Аблаева. Вопрос о создании муфтиата Крыма на материковой Украине будет рассмотрен в ближайшее время на заседании Меджлиса. Резолюция принята такая по поводу муфти. Поручить Меджлису крымско-татарского народа исключить муфтия из рядов представителей Меджлиса крымско-татарского народа. Это то, что резолюция. Естественно, мы осудили все его действия, которые, так скажем, и даже не только даже действия, а бездействия. Потому что человек, который заявляет о том, что нет сегодня преследований крымско-татарских активистов, нет преследования крымско-татарских СМЕДИа, нет преследований крымских татар вообще в поселках компактного проживания, как минимум лицемер, а как максимум всего этого дела он предатель, то есть по-татарски садхан, то есть біздің миллетіміздің сатқан адам тарихте қалажақ. Точно так же, как тарихте қалажақ Наман Челебеджихан, который умер шейит олып-та, кахраман олып-та, біздің миллет үшін өлген. Муфти относится, и в том числе Ильясов и Заур Смирнов, относились к тем людям, которые анеткен созлерн айтханлар. То есть они поклялись на Коране, поклялись на флаге крымских татар, поклялись защищать народ крымских татар перед крымских татар, перед всеми врагами, которые будут посягать на нашу национальную целостность. Поэтому они предатели в априори. Решение Меджлиса и решение Курултая, сегодняшнего решения Шуры, которое было принято, об этом как бы свидетельствует. Сегодня, да, они получают деньги, какие-то блага, они могут ходить там под охраной и занимать какие-то посты. Но мы не должны жить одним днем. Мы народ целый. И мы, наш народ, будем нашу судьбу вершить сами. Вершить ее так, как считаем нужным. Потому что народ с нами, народ с активистами гражданской блокады, народ с Меджлисом, народ с Курултаем и народ с Шурой. Идею создания мечети для крымских татар поддержали и переселенцы из Львова. Говорят, жители Львова поддерживают инициативу, а власти города уже выделили землю под мусульманское кладбище. Сами переселенцы говорят, что религия является основой культуры крымских татар. Нет религии, теряется и культура. Чтобы вы понимали, очень сильная религиозная идентичность. Ливане говорят, мы верим в Бога, вы верите в Бога, то мы здесь не видим никакой проблемы. Наоборот, мы видим проблему в тех, кто не верит в Бога. У меня просто мечеть была в Крыму через дорогу буквально. И я в нее не ходил так часто. Когда сюда приехал, начал на пятничную молитву каждую неделю ходить. Если мы ассимилируем в нашей основе, тогда мы перестанем существовать просто. Да? Поэтому если парню или девушке, которые достигли зрелости, наша религия предписала молиться 5 раз, совершать намаз, мы непременно должны это делать, без никаких уступок. Если наша религия запрещает употребление недозволенных напитков и продуктов, то мы непременно должны от этого отстраняться, несмотря на то, как смотрит на нас окружающее общество. В то время как в Геническе заседал исполнительный комитет, в Крыму муфтият провел свою конференцию. В нем принимали участие представители местных религиозных общин и члены общественных организаций. На конференцию пригласили и духовных лидеров России. Присутствующие поддержали муфтия и заявили о том, что хаджи Эмирали Аблаев должен быть не только духовным лидером мусульман Крыма, но и Польши, Румынии, Литвы и Беларуси, как в свое время Номан Челебеджихан. Якобы Аблаев является правопреемником таврического муфтията, который существовал до 1917 года. Осудили критику и призывы некоторых анархистов убить муфтия. Присутствующие также выступили против создания на материковой Украине муфтията Крыма. О преследовании, исчезновениях и судах над крымскими татарами не говорили. Творить шариата не может быть принято ни одним здравомыслящим мусульманином. Во-первых, осуществление блокады отдельно взятого региона или местности с мирным населением
является крайне запретным действием в исламе. Муфтии мусульман Крыма являются правопреемниками Таврического муфтията, того муфтията, который действовал на территории Польши, Литвы, Белоруссии, части Украины еще до 2017 года. И сегодня об этом четко заявлено, и мы уверены в том, что на этих территориях другого, как крымского муфтията, во главе с муфтием Крыма быть не может. Комиссию об отмене решений Меджлиса предложил создать лидер пророссийского движения Крым Ремзи Ильясов. Об этом он заявил на конференции, которую собрал муфтият Крыма. Эту идею поддержало и движение «Инкишаф» во главе с Искендером Беляловым. Как предлагает Ильясов, комиссия вместе с муфтиятом будет рассматривать принятые ранее решения Меджлиса с последующим правом отмены тех, которые их не устраивают. Мы создаем национальную комиссию, где будем рассматривать все те решения, которые принималось со дня вступления в состав Российской Федерации Крымом, и совместно с Духовным управлением мусульман рассматривать их возможность отменить для народа. Сгорела солома и машина. В ночь на 17 января у дома Энвера Вейсова, председателя Меджлиса села Дмитровка Советского района, случился пожар. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джилял. Сначала загорелось сено, затем огонь перекинулся на стоящий рядом автомобиль. Владелец пытался потушить пламя, после чего попал с ожогами в больницу. В МЧС Российской администрации Крыма заявили, причиной возгорания стало короткое замыкание в машине. Однако сам пострадавший рассказывает, у него сложные отношения с соседом. Они расходились в политических взглядах. Тот, в свою очередь, угрожал Энверу сделать коктейль Молотова. Крымскую журналистку уволили за неудобный вопрос. Сотрудницу издания «Крымская газета» Ольгу Крамную попросили написать заявление по собственному желанию после того, как она поставила вопрос президенту России на ток-шоу «Вызов» с участием основателя зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олега Зубкова. Официальной причиной увольнения стало невыполнение обязанностей, однако за все время работы в «Крымской газете» к ней не было претензий. Путин объявил 2017 год годом экологии, когда вся страна должна пересмотреть свое отношение к окружающей среде и озаботиться хотя бы частично сохранением биоразнообразия, чем и занимается Олег Алексеевич. А у меня два замечания по теме. Первое, я позволю себе не согласиться с телезрительницей, которая заявила, что Олег Алексеевич должен заботиться сам об обеспечении электроэнергии в свои парки. У Олега Алексеевича есть договора с Крымэнерго, по которым он получает электроэнергию и платит немалые деньги за нее, как предприниматель. Крымэнерго, в свою очередь, предоставлена была им задача, они распределяли генераторы и обслуживали их. Можно понять, когда генераторы не поставляются цементные заводы, например, да, и совершенно другое дело, когда речь идет об объектах, где тысячи жизней. Жизней ценнейших, это и краснокнижные животные. В принципе, жизнь бесценна, да, но здесь речь идет и о краснокнижных животных, и о животных, которые всем миром сохраняются. В Ялте на маяке нарисовали украинский флаг. Об этом сообщает агентство «Крымские новости». Желто-блакитный появился на маяке в порту, размещенном на причале для катеров. Рисунок продержался только до полудня, затем его закрасили. Ситуация в зоне проведения АТО остается напряженной. Боевики продолжают обстрелы позиций украинских военных, применяя оружие, запрещенное Минскими договоренностями. За прошедшие сутки российские боевики и наемники 48 раз открывали огонь. Бойовики продовжують обстріли наших позицій, застосовуючи при цьому, окрім стрілецької зброї, міномети та гранатомети. Найбільша їх інтенсивність була в районі Горлівки. Зі стрілецької зброї та гранатометів кремлівські найманці вели провокативні обстріли по опорним пунктам сил АТО біля Майорська, Зайцевого та Новгородського. На Маріупольському напрямку бойовики активізувались неподалік Старогнатівки. По нашим позиціям вони вели вогонь з БМП. Загалом за минулу добу ворог 48 разів обстрілював опорні пункти українських воїнів. Служба безопасности Украины задержала экс-милиционера из Донбасса, ставшего боевиком ЛНР. Как сообщает пресс-служба СБУ, задержанный житель города Антрацит. К террористам он присоединился в декабре 2014-го и помогал ополченцам-казакам воевать против украинской армии. Я житель города Антрацита, ранее бывший оперуполномоченный Волнорозска Украины.
работал в МВД Украины до 2014 года. Меня ввели в заблуждение. Я пошел, помогал ополчению города Антрацита в составе казачества, подразделения капитана. Стоял на блокпосту. Это была моя самая величайшая ошибка, которую я сделал. Я призываю жителей ДНР, ЛНР, которые находятся на оккупированной территории, покончить уже с этой войной и прийти к миру, вернуться обратно в состав Украины, так как все было раньше. Вернуться уже, чтобы все вернулись к своим семьям. Пожалуйста, давайте уже закончим эту войну. Украинская прокуратура Крыма не согласилась с решением суда, по которому Василия Ганыша отпустили под домашний арест. Экс-депутата Верховного Совета Крыма обвиняют в государственной измене, в участии в сессии парламента после того, как здание захватил российский спецназ. Ганыша арестовали в апреле прошлого года, когда он попытался въехать на материковую Украину. Колишній депутат парламенту Крима скоїв особливо тяжкий злочин, який передбачено покарання, якщо я не помиляюсь, від 12 до 15 років позбавлення волі. Крім того, згідно вимог статті 176 Кримінально-процесуального кодексу, частина 5 зазначено, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, домашнього арешту не може бути змінено, застосовано до категорії цієї злочинів, у якому обвинувачується зазначена особа. С Ирана сняли санкции. Это произошло после публикации доклада Международного агентства по атомной энергии. Тегеран отказался развивать свою ядерную программу в обмен на снятие международных санкций, что позволит Ирану немедленно увеличить экспорт нефти, и это ударит по ценам на черное золото. Также Иран получит доступ к 50 миллиардам долларов, которые были заморожены на его счетах. Кроме того, Иран сможет закупать оборудование и технологии, доступ к которым ему был ограничен. Из-за падения цен на нефть правительство России призывает граждан готовиться к худшему. Сейчас за баррель нефти на мировом рынке дают 28 долларов. На выходных цена опускалась до 27. Правительство планирует пересмотреть статью расходов в бюджете. Эксперты прогнозируют, что это серьезно скажется на доходах россиян. Во время Гайдаровского форума представители властей несколько раз подчеркивали, что любые решения по бюджету не коснутся социальных обязательств. Другими словами, несмотря на необходимость пересматривать многие статьи расхода, социальные расходы сокращены не будут. С другой стороны, с учетом того, что индексация социальных расходов будет происходить меньшими темпами, чем инфляция, в реальном выражении население будет становиться беднее. Я думаю, что ничего хорошего не будет. Как я ощущаю, но у меня не очень много денег, поэтому я никак себя пока не ощущаю. Ну, я думаю, что инфляция будет большая, и все будет усложняться. Ну и до выборов это будет как-то спасать какими-то сиюминутными мерами, но не более. Я работаю в банке, ощущается на себе это бремя. С каждым годом все что-то хуже и хуже, лучше не становится. Это все новости на этот час. Хорошего вам вечера и оставайтесь с нами.